Иногда кажется, что некоторые таджики сошли с ума. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете то, что шокирует любого адекватного человека. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. В Сагдийской области сотрудники отдела уголовного розыска УМВД раскрыли заказное убийство, которое киллеру заказали мать и сын. Пресс-секретарь милиции Сагда Акбар Шарифи в очередном выпуске программы «Милиция сообщает» сказал, что оба арестованные дают показания. По данным следствия, 52-летняя жительница сельского джамаата Кулкант Макфират Кадирова и ее сын Неймаджон Валиев заказали киллеру за $5000 убить двух родственников деверя Кадировой Абдусалома Валиева и его супругу Муниру Мадаминову, которые жили вместе с ними в одном доме. Также от рук убийцы должна была погибнуть 35-летняя жительница Худжанда, с мужем которой у Кадировой были любовные отношения. Муж самой Кадировой отбывает наказание в колонии, сообщил Шарифи. Как вы думаете, как можно было вообще додуматься до всего этого и откуда у людей столько денег, которые они готовы потратить на убийство? Это же в голове не укладывается. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. По его словам, родственников мать и сын заказали из-за спора по поводу дома, оставшегося в наследство братьям Валиевым от их родителей. По словам Абдусалома Валиева, Кадирова требовала, чтобы он с женой съехал и оставил дом ей. Неймаджон Валиев дважды перевел на банковскую карту нанятого ими киллера деньги. Один раз 10 тысяч самани, второй раз 6 тысяч самани. Согласно договоренности, остальную сумму киллер должен был получить после совершения убийства. Он должен был сфотографировать тела убитых и показать заказчику, говорится в репортаже. Это же полнейший маразм. Однако киллер пришел в милицию. После его рассказа сотрудники милиции создали инсценировку убийства одного из заказных жертв Абдусалома Валиева, сфотографировали и отправили снимки заказчикам. Сразу же после мать и сын были задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на убийство 3 человек. Им по этой статье грозит от 15 до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Как вы думаете, как можно к такому додуматься? Возможно, у них какие-то психические расстройства, потому что иначе это оправдать уже никак нельзя. И действительно, как вы относитесь к тому, что во многих семьях в Таджикистане из-за раздела имущества действительно родственники готовы убить друг друга? Но на такие инсценировки, как в фильмах, наверное, решаются немногие. Свои мысли по поводу всего этого и как вы думаете, какое они действительно должны понести наказание, напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!